Хаджибекар Зязиков совсем недавно окончил аграрный колледж по юридическому направлению и сегодня пришел подать документы в Ингушский государственный университет, чтобы продолжить образование уже в вузе. Потому что юриспруденция была мне близка с самого детства. Мои родственники и мои родители тоже имеют прямое отношение к юриспруденции. И мне легко дается эта сфера. При Ингушском государственном университете действуют два колледжа. Это гуманитарно-технический и медицинский. В последнем обучаются по одному единственному направлению – сестринское дело. Раньше в медицинском колледже обучение длилось 3 года 10 месяцев. И уже с этого года, с 2023 года, поступающие по направлению сестринское дело в медицинский колледж будут проходить обучение 2 года 10 месяцев, что, несомненно, привлекает внимание родителей. И поэтому на сегодняшний день количество абитуриентов, подавших документы, у нас значительно превышает предыдущие годы. Приемная кампания 2023 года в самом разгаре. Документы принимаются по более чем 40 направлениям на 9 факультетах вуз и 2 СУЗа, а также бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура и ординатура. Вот, например, на математику 10%, и у нас 3 целевых места на математику. Дальше на химию 3 целевых места тоже от общего количества. Вот, например, на фундаментальную химию тоже 10% 3 места. Вот. Например, на лечебное дело у нас 91 бюджетное место, 75% 68 целевых мест на лечебное дело. И вот так по каждому. И так у нас и по бакалавриату, специалитету, магистратуре, ординатуре и по аспирантуре. Работают в приемной комиссии 35 специалистов. Задачи техперсонала входит не только сопровождение всего процесса приемной кампании, но и налаживание связи через единый портал госуслуг. Мы стараемся всех обслуживать. Мои коллеги, если честно говоря, они очень доброжелательно относятся к абитуриентам. Я сама также стараюсь это делать доброжелательно, полностью проинформировать абитуриента, так и так, когда экзамены и так далее. Самое сложное вот в этой работе – это чаще всего родители, так как они больше, чем сами абитуриенты, переживают за будущее своих детей. Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Ингушского государственного университета Ислам Кипкеев, первые недели абитуриенты из числа школьников не смогли подать документы вовремя, поскольку сертификаты о сдаче ЕГЭ им выдали позже. Приемная комиссия открыта с 20 июня. Первые 2 недели было очень мало народу, людей. Но потом, как только их вместе всем выдали, они приходили, и огромное количество, мы же должны были всех принять, и мы даже вне графика принимали до 9, до 8 часов, чтобы мы успели принять всех детей. И мы принимали и практически успели всех принять. На сегодняшний день у нас более 4000, около 5000 заявлений. Более 2000 студентов уже подали документы. Они имеют право подавать на 3 направления в нашем университете. И они пользуются своим этим правом и подают на разные направления. Прием документов Ингушский государственный университет завершается 25 июля. Адам Мережков, Сулейман Костой.